Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют аудиоиздание «Полное толкование священного Корана» шейха Абдуррахмана ас-Саади. Толкование суры 1, открывающая Коран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха. Это означает «я начинаю во имя Аллаха». Из лексического анализа этого словосочетания становится ясно, что подразумеваются все прекрасные имена, присущие Всевышнему Господу. Аллах – одно из этих имен, означающее «Бог», которого обожествляют и которому поклоняются, единственный, кто заслуживает поклонения в силу своих божественных качеств, качеств совершенства и безупречности. Милостивого, милосердного. Прекрасные имена Господа «Милостивый» и «Милосердный» свидетельствуют о великом милосердии Всевышнего, которое объемлет всякую вещь и всякую тварь. Милосердия Аллаха в полной мере будут удостоены Его богобоязненные рабы, которые следуют путем Божьих пророков и посланников, а все остальные творения получат лишь часть Божьей милости. Следует знать, что все праведные мусульманские богословы единодушно говорили о необходимости веры в Аллаха и Его божественные качества. Господь милостивый и милосердный, то есть обладает милосердием, которое проявляется на рабах Божьих. Все блага и щедроты являются одним из многочисленных проявлений Его милости и сострадания. То же самое можно сказать и об остальных именах Аллаха. Он всеведущ, то есть обладает знанием обо всем сущем. Он всемогущ, то есть обладает могуществом и властен над всякой тварью. Хвала Аллаху. Это слова восхваления Аллаха за совершенные качества и деяния, которые Он вершит либо по милости, либо по справедливости. Вся хвала принадлежит Ему, и Он достоин ее целиком и полностью. Он один господствует над всеми мирами. К этим мирам относится все сущее, кроме самого Аллаха. Он сотворил Вселенную, обеспечил ее обитателей средствами к существованию и облагодетельствовал их великими щедротами, лишившись которых они не смогут просуществовать. Все блага, которыми облагодетельствованы творения, являются дарами Всевышнего Господа. Господу миров. Господство Всевышнего Аллаха бывает двух видов – всеобщее и частное. Всеобщее господство выражается в том, что Он создает творения, ниспосылает им пропитание и указывает на верный путь, благодаря чему они могут благоустроить свою жизнь в этом мире. А частное господство проявляется в том, что Аллах воспитывает своих возлюбленных рабов в духе набожности, помогает им обрести и усовершенствовать веру, защищает их от всего, что может сбить их с прямого пути и отдалить от него. Сущность этого господства в том, что Аллах облегчает своим рабам путь ко всякому добру и оберегает их от всякого зла. Возможно, именно поэтому пророки чаще всего в своих молитвах называли Аллаха своим Господом. Да и устремления этих людей были связаны исключительно с частным господством Всевышнего Аллаха. В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров и тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами. Он богат и не нуждается в своих творениях. Напротив, все творения нуждаются в Нем и всесторонне зависят от Него. Властителю Дня Суда. Властелином называется тот, кто обладает царством и властью, и в силу этого волен повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать, полновластно распоряжаться своими подчиненными.
Кому же принадлежит подлинная власть, станет ясно в день воздаяния. Это один из эпитетов Дня Воскресения, когда люди получат воздаяние за свои благие и скверные деяния. Именно в тот день Божьи творения ясно увидят совершенство власти Аллаха, совершенство Его справедливости и мудрости. Они потеряют все, чем обладали ранее. Цари и подданные, рабы и свободные, все будут равны перед Господом, покорны Его величеству и смиренны перед Его могуществом. Они будут ожидать Его приговора, жаждать Его награды и страшиться Его возмездия. Вот почему Господь нарек себя властелином Дня Воздаяния, хотя Его власть и распространяется на все времена. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Тебе мы поклоняемся и Тебя молим о помощи. То есть, мы поклоняемся только Тебе одному и только Тебя одного молим о помощи. Согласно грамматике арабского языка, если местоимение стоит перед глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого лица и никого иного. Поэтому смысл этого аята таков: мы поклоняемся Тебе и не поклоняемся никому иному. Мы взываем о помощи к Тебе и не взываем ни к кому иному. Поклонение упомянуто Всевышним до мольбы о помощи, потому что об общем, как правило, говорится до частного. Кроме того, в этом содержится указание на то, что право Всевышнего Аллаха превыше права Его рабов. Поклонение – это понятие, охватывающее все слова и деяния, совершаемые как душой, так и телом, которые Аллах любит и одобряет. Мольба о помощи – это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой одарить добром и отвести зло, проникнутая верой в то, что это сбудется. Именно поклонение Аллаху и мольба к Нему о помощи являются верным способом обретения вечного счастья и избавления от всякого зла. Помимо этого, нет иного пути к спасению. Поэтому очень важно знать, что поклонение обретает свой подлинный смысл лишь тогда, когда совершается ради Аллаха и так, как этому учил Его посланник, да благословит Его Аллах и приветствует. Без выполнения этих двух условий немыслимо любое поклонение. Итак, Всевышний упомянул о мольбе о помощи после поклонения, потому что она является одной из его форм. Кроме того, при совершении любого обряда раб Аллаха нуждается в его помощи, а без нее он никогда не сможет исправно выполнять повеления своего Господа и избегать грехов. «Веди нас прямым путем», то есть укажи нам на прямой путь, направь на него и помоги следовать им. Этот ясный путь ведет к Аллаху и раю. Этот путь, состоящий в познании истины и руководстве ею в делах. «Веди нас прямым путем», то есть веди нас к прямому пути и веди нас по нему. Первое означает принятие ислама и отказ от всех других вероисповеданий. Второе же состоит в изучении деталей религии и претворении их в жизнь на практике. Эта молитва является одним из самых полезных, глубоких и многосторонних обращений к Господу. Поэтому Аллах обязал людей взывать к Нему этими словами в каждом ракате намаза, ведь все мы так нуждаемся в этом. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Путем тех, которых ты облагодетельствовал, то есть путем пророков, правдивых верующих, павших мучеников, праведников. Не тех, что попали под гнев твой, потому что узрели истину, но отвернулись от нее, как это сделали иудеи и им подобные. И не путем заблудших, которые отвернулись от истины из-за своего невежества и заблуждения, подобно христианам.
Эта сура, несмотря на свою лаконичность, содержит в себе то, чего нет ни в одной другой коранической суре. В первую очередь, это 3 концепции единобожия. Концепция веры в господство одного лишь Аллаха сформулирована в словах Всевышнего «Господу миров». Концепция того, что только Аллах достоин любого поклонения, выражается в его имени Аллах. И в его словах «Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи». Что же касается 3-й концепции о том, что только Аллах обладает прекрасными именами и совершенными атрибутами, то она вытекает из слов «хвала Аллаху», о чем уже говорилось ранее. Мы веруем во все имена и атрибуты нашего Господа, которыми Он сам описал себя в Коране и которыми Его описал пророк Мухаммад, да благословит Его Аллах и приветствует, не лишая их истинного смысла и не уподобляя их атрибутам Божьих творений. В этой суре также содержится доказательство истинности пророческой миссии Мухаммада, да благословит Его Аллах и приветствует. Оно выражено в словах «Веди нас прямым путем», ибо это невозможно, если нет пророка и Писания. В словах «Властителю дня суда» содержится указание на то, что люди непременно получат воздаяние за свои деяния. Это воздаяние будет справедливым, потому что арабское слово «дин» — суд подразумевает именно справедливое возмездие. В этой суре выявляется ошибочность взглядов кадаритов, которые считают, что человек совершает свои поступки без воли на то Всевышнего, и джабаритов, которые полагают, что человек, напротив, не имеет собственной воли. Истинный ислам же утверждает, что все происходит по воле Аллаха, однако человек имеет право на выбор. И подчеркивается, что все сущее происходит по предопределению Аллаха, но люди при этом обладают правом выбора. После того, в ней опровергаются воззрения всех приверженцев еретических и заблудших течений, ибо высказывание Всевышнего «Веди нас прямым путем» требует от всех нас познать истину и руководствоваться ею в делах. А всякий, кто придерживается ереси, религиозных новшеств и заблуждения, непременно отворачивается от прямого руководства Аллаха. И, наконец, эта сура призывает людей к искреннему служению Всевышнему Аллаху и обращению к Нему за помощью. В этом состоит смысл слов «Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи». Поистине, хвала Аллаху, Господу миров. Сура Аз-Зальзаля. Сотрясение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. Ида зульзилатил арду зилзалаха. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Всевышний сообщил о событиях, которые произойдут в день воскресения, когда земля будет содрогаться до тех пор, пока не разрушится все, что находится на ее поверхности. В тот день горы рассыплются, а холмы сравняются с землей. Вся земля превратится в равнину без кривизны и впадин. Она извергнет из своих недр тела усопших и зарытые клады, и тогда люди увидят эти великие потрясения и скажут, что случилось с землей. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Земля будет свидетельствовать обо всех добрых и злых деяниях обитателей миров. Она будет одним из свидетелей, которые доподлинно расскажут о человеческих деяниях. Аллах велит земле сообщить обо всем, что произошло на ее поверхности, и она не посмеет ослушаться его повеления. В тот день люди разделятся на отдельные группы и толпами выйдут к месту сбора. Аллах покажет им, какие грехи и благодеяния они совершили, и воздаст им за них сполна. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Это всецело относится ко всем добрым и злым деяниям, поскольку если человек увидит самое мелкое из того, что он совершил, весом в одну пылинку, то он тем более увидит более весомые поступки. Всевышний сказал: «В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние». Сура 3, аят 30. «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». Сура 18, аят 49. Все сказанное побуждает человека творить добро, пусть даже самое малое, и избегать даже самого ничтожного злодеяния. Сура Аль-Адият. Скачущие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. Валь-адияти дабхан, фаль-мурияти кадхан. Всевышний поклялся конями, потому что эти животные олицетворяют прекрасные знамения Аллаха и приносят людям огромную пользу. При этом Всевышний подчеркнул такие качества лошадей, по которым они превосходят всех остальных животных. Они скачут стремительно и запыхаются, в результате чего из их груди вырывается удивительный звук. Их копыта настолько тверды, а удары настолько сильны, что своими копытами они высекают искры. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Из этих слов следует, что атака, как правило, начинается рано утром. Всевышний принес эти клятвы в подтверждение того, что человек отказывается выполнять повеления Аллаха и творить благие дела. Поэтому далее Всевышний сказал: «Инналь инсана лираббихи лакануд». Человеческая природа такова, что душа постоянно удерживает человека от исполнения своих обязанностей надлежащим образом. Человек ленив и зачастую отказывается от выполнения своих материальных и физических обязанностей. Избежать этого порока удается лишь тем, кого Аллах наставил на прямой путь. Такие люди верно исполняют свои обязанности и обретают подлинное величие. Человек является свидетелем собственной алчности и неблагодарности. Он не пытается оспорить это и не отрицает этого, потому что эти качества очевидны и явны. Существует мнение, что местоимение третьего лица относится к Аллаху. Из этого толкования следует, что человек неблагодарен своему Господу, и Аллах тому свидетель. В этих словах содержится великая угроза тем, кто отказывается благодарить Всевышнего Аллаха, который является свидетелем каждого человеческого поступка. Именно любовь к богатству заставляет человека отказываться от выполнения обязанностей, которые предписаны ему Аллахом. Он отдает предпочтение удовлетворению своих низменных страстей перед обретением благоволения Господа. Причина же этого в том, что он предал забвению последнюю жизнь и ограничил свои представления жизнью в этом мире. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Этими словами Господь призвал людей устрашиться судного дня. В этот страшный день Аллах вернет к жизни покойников и соберет всех людей для свершения справедливого суда. Все добро и зло, которое таилось в человеческих сердцах, станет очевидным. Тайное станет явным,
а на лицах людей отразятся совершенные ими деяния. Аллаху будет известно о каждом из этих деяний, и Он непременно воздаст людям за все содеянное ими. Всевышний всегда знает о деяниях своих творений, однако Он особо отметил свою осведомленность в день воскресения, потому что справедливое воздаяние будет вершиться на основании всеобъемлющего знания Аллаха. Сура Аль-Кария. Великое бедствие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. Аль-Кариату. Это одно из названий судного дня. Он получил такое название, потому что поражает людей великими событиями и вселяет в их сердца ужас. Господь подчеркнул важность этого дня и сказал: Аль-Кари'ah, ва ма адрака мал-Кари'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Из-за сильного страха и ужаса люди будут подобны мотылькам или разбросанной по земле беспокойной саранче. Мотылек — это насекомое, которое летает по ночам и беспорядочно перемещается в гуще других мотыльков. Из-за недостатка разума при виде огня мотыльки слетаются к нему. Когда же наступит судный день, разумные люди окажутся в положении этих неразумных существ. Что же касается горных твердынь, то они станут мягкими и легкими, словно расчесанная шерсть. Даже легкий ветерок сможет унести их, и поэтому Всевышний сказал: «И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака». Сура 27, аят 88. Затем горы превратятся в рассеянный прах и бесследно исчезнут. И вот тогда будут воздвигнуты весы, а люди разделятся на счастливых и несчастных. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Если чаша добрых деяний перевесит чашу с грехами, то человек будет благоденствовать в райских садах. Если же совершенных человеком благодеяний не хватит для того, чтобы перевесить чашу с грехами, то его пристанищем будет адская пропасть. Это одно из названий огненной преисподней. Для выражения слова «пристанище» в этом аяте использовано арабское слово «мать». Это означает, что адские муки станут неотъемлемой частью существования грешников, так же, как и забота матери является неотъемлемой частью человеческой жизни. Вот почему мученики будут говорить: «Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения там не отступают». Сура 25, аят 65. Однако это слово означает также «оболочка головного мозга», и поэтому некоторые толкователи Корана говорили, что грешники будут брошены в адскую пропасть вниз головой. Всевышний подчеркнул величие адской пропасти, а затем описал следующими словами: «Его жар превосходит жар огня в этом мире в 70 раз. Упаси нас, Аллах, от подобного наказания». Сура Ат-Такясур. Страсть к приумножению. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхакумут такаthur хатта зуртумул макабир. Всевышний упрекнул своих рабов за то, что они отвернулись от поклонения одному Аллаху и стали приобщать к Нему сотоварищей, которых возлюбили так, как надлежит любить одного Аллаха. Страсть к приумножению увлекает людей от искреннего поклонения Господу миров. Аллах не упомянул о том, что именно приумножают люди, и поэтому этот аят подразумевает все, к чему питают страсть охотники за богатством и чем гордятся бахвалы: деньги, дети, влияние, армия,
слуги, положение, все, кроме искренних благодеяний. Однако мирские развлечения и забавы продолжаются недолго. Человек умирает и оказывается в могиле. Там с него снимают покрывало забвения, и он оказывается бессилен вернуть упущенное. Этот аят свидетельствует о том, что между этим миром и последней жизнью существует промежуточная жизнь в барзахе. Это преддверие последней жизни, и поэтому Аллах сообщил, что люди посетят могилы, но не пребудут в них вечно. А после воскрешения люди получат воздаяние и окажутся в мире вечности, который они никогда не покинут и который не исчезнет. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Если бы вы знали, что ожидает вас в последней жизни, то от этого бы пробудились ваши сердца. Вас бы не увлекла страсть к приумножению, и вы поспешили бы творить праведные дела. Отсутствие твердого знания приведет вас к наказанию, которое вы увидите собственными очами. Вы станете свидетелями воскрешения и увидите преисподнюю, которая будет приготовлена для неверующих и безбожников. Всевышний также сказал: грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. Сура 18, аят 53. Затем вы будете спрошены о щедротах, которыми вас одарили в мирской жизни. Если вы были благодарны за них и исполнили свой долг перед Аллахом, то Он дарует вам нечто более прекрасное, чем то, с чем вы расстались после смерти. Если же вы были обольщены мирскими прелестями, были непризнательны Господу за оказанные милости и даже использовали Его дары для того, чтобы грешить против Него, то Он покарает вас за это. Всевышний сказал: в тот день, когда неверующих представят огню, им скажут: вы растратили свои блага в своей мирской жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле безо всякого права, и за то, что вы были нечестивцами. Сура 46, аят 20. Сура Аль-Аср. Предвечернее время. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Арабское слово «аср», буквально «предвечернее время», используется для обозначения дня и ночи. Из этого следует, что Всевышний Аллах поклялся временем вообще. Время — это измерение, в течение которого люди имеют возможность совершать различные деяния. Вот почему Аллах возвестил о том, что люди несут убытки и лишаются прибыли и преуспеяния. Люди несут убытки в разной степени. Одни оказываются в полном убытке и лишаются добра как при жизни на земле, так и после смерти. Такие грешники не войдут в райские сады блаженства и будут ввергнуты в гиену. Другие несут убытки частично, поэтому Аллах сообщил, что урон несут все люди, кроме праведников, которые наделены следующими 4 качествами. Во-первых, они уверовали во все, что ниспослал Аллах. Однако вера невозможна без знаний. Знание — это важная составляющая веры, без которой она не может быть совершенной. Во-вторых, они совершают праведные деяния. Это касается всех обязательных и добровольных благодеяний, совершаемых как телом, так и душой, относящихся к обязанностям человека как перед Аллахом, так и перед людьми. В-третьих, они призывают людей к правой вере и праведным делам
и вдохновляют их на совершение благих дел. В-четвертых, они призывают людей терпеливо исполнять повеления Аллаха, избегать грехов и стойко переносить порой горькое предопределение Господа. Выполняя 2 первых указания, человек воспитывает себя, а выполняя 2 последних, воспитывает других. Только усовершенствовав в себе все 4 качества, раб Божий сможет избежать убытка и обрести великое благо. Сура Аль-Хумаза. Хулитель. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Господь предостерег своих рабов от великой беды и мучительного наказания, которое постигнет тех, кто оскорбляет людей словом и делом. Арабское слово «хумаза» — «хулитель» относится ко всем, кто порочит людей своими делами, либо высмеивает их, показывая на них пальцем. А слово «лумаза» — «поноситель» относится к тем, кто злословит в адрес других и поносит их скверными речами. Аллах подчеркнул, что такие люди, как правило, стремятся к богатству и любят пересчитывать его в свое удовольствие. Это является их единственной заботой в этом мире. Они не стремятся расходовать его на пожертвования и благие цели, как не желают помогать бедным и родственникам. Их старания и стремления направлены на увеличение своего состояния, потому что они полагают, что оно в силах помочь им продлить жизнь. Они не ведают того, что алчность и скупость губят человеческие дела и разрушают семьи, тогда как благодеяния действительно способствуют тому, что Аллах продлевает жизнь своим рабам. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Преисподняя ужасна и грозна. Ее растопкой будут люди и камни, а ее пламя будет проникать сквозь человеческие тела и обжигать сердца. Мученики будут заточены в аду, в котором царит вечный жар, и будут лишены малейшей надежды выйти оттуда. Поэтому далее Всевышний сказал: «Иннаха алейхим му'садатун фи амадин мумаддада». Врата преисподней будут заперты и подперты высокими столбами для того, чтобы мученики не могли выйти оттуда. Всевышний сказал: всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: «Вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью». Сура 32, аят 20. Упаси нас, Аллах, от этого. Господи, прости нас и сохрани. Сура Аль-Филь. Слон. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Эта кораническая история является ярким свидетельством могущества Аллаха. Он вершит величественные деяния, проявляет сострадание к своим рабам и приводит неопровержимые доказательства истинности единобожия и правдивости своего посланника. Задумайся над тем, что произошло с воинством слона, которое вознамерилось разрушить Каббу. Злоумышленники хорошо подготовились к этому походу. Для того, чтобы разрушить святилище, они снарядили огромную слониху и собрали многочисленную армию йеменцев и эфиопов. Это войско было настолько могущественным, что арабы оказались не в силах противостоять ему.
Когда они приблизились к святому городу, мекканцы не стали оказывать им сопротивление. Из страха перед наступающим игом они покинули Мекку. Тогда Аллах послал на них стаи птиц, несущих раскаленные каменья из обожженной глины. Они забросали войско каменьями, поразив всех их без исключения. Внезапно все стихло, а побитые воины превратились в подобие изъеденных злаков. Так Аллах избавил мир от их зла и обратил их козни против них самих. Эта история хорошо известна. Воинство слона было разбито в тот год, когда родился посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Это событие предвозвещало появление ислама и свидетельствовало об истинности пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Сура Курейш. Курейшиты. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. По мнению многих толкователей, эта сура является смысловым продолжением предыдущей суры. Это означает, что Аллах покарал воинство слона ради безопасности и благополучия курейшитов. Наряду с этим Всевышний Аллах помог мекканцам организовать выгодные торговые поездки зимой в Йемен, а летом в Сирию. Он погубил тех, кто замыслил против них зло, и тем самым возвеличил Каббу и мекканцев в глазах арабов. Они испытывали к ним глубокое уважение и не препятствовали их торговым караванам. Вот почему далее Аллах повелел им возблагодарить своего Господа за оказанную милость и сказал: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Не приобщайте сотоварищей к Господу Каббы и посвятите себя поклонению Ему одному. Он одарил вас величайшими из всех мирских благ, пропитанием и безопасностью. Одно только это обязывает вас быть благодарными и признательными. Аллах является Господом всего сущего, но священная Кабба выделена из числа остальных творений из-за своего превосходства и величия. О Аллах! Хвала Тебе за все милости, которыми Ты облагодетельствовал нас. Сура Аль-Маун. Мелочь. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Призадумайся над теми, кто отрицает воскрешение и воздаяние и не верит в правдивость Божьих посланников. По причине своего жестокосердия они отгоняют сирот и не проявляют к ним сострадания. Они не надеются получить вознаграждение Аллаха и не страшатся его лютой кары. Они не побуждают людей кормить бедняков и тем более не делают этого сами. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Речь идет о молящихся, которые совершают намаз, но небрежно относятся к нему. Они губят свои молитвы, потому что совершают их не вовремя и не выполняют всех обязательных предписаний. Причина этого в их невнимательности к повелениям Аллаха. Иначе они не позволили бы себе погубить важнейший из обрядов поклонения. Именно из-за своей небрежности к молитвам они заслуживают упрека и порицания. Что же касается ошибок во время молитв, то их допускает каждый человек. Иногда подобное происходило даже с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Сердца тех, кто небрежно относится к молитвам, лишены сострадания и склонны к показухе и лицемерию. Они совершают благие дела ради того, чтобы их похвалили другие люди. Они отказывают людям даже в самом малом подаянии, пожертвовав которое, они не окажутся в убытке. Они не желают подарить или дать взаймы даже миску, ведро или топор. Все то, что люди обычно дают друг другу безвозмездно. Из-за своей непомерной алчности они отказывают в самом малом подаянии. Что же говорить тогда о тех вещах, которые представляют собой какую-либо ценность? В этой суре Господь призвал мусульман кормить сирот и бедняков, призывать к этому других, исправно совершать намаз, быть искренними перед Аллахом как при совершении молитв, так и при выполнении других обрядов поклонения. Господь также вдохновил людей делать добро, безвозмездно помогать другим, особенно если речь идет о даче взаймы кастрюли, ведра, книги и тому подобного. Всякий, кто скупится делать добро, заслуживает самого сурового осуждения. А лучше всего об этом известно Аллаху. Сура Аль-Каусар. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнака аль-каутар. Мы одарили тебя великими благами и щедрыми дарами, одним из которых является райская река Каусар. Мы также даровали тебе водоем, длина и ширина которого равны месячному пути. Его воды белее молока и слаще меда. Вокруг него расставлены сосуды, которые своим числом и по своему блеску не уступают звездам на небе. Всякий, кому будет позволено отведать один глоток из этого водоема, никогда более не испытает жажды. Затем Аллах повелел своему посланнику быть признательным за эти милости и сказал: Всевышний особо выделил намаз и жертвоприношения, потому что именно они являются двумя самыми прекрасными и самыми важными обрядами поклонения и приближения к Аллаху. Совершая намаз, человек смиряется перед Господом душой и телом и целиком погружается в поклонение Ему. А делая жертвоприношение, человек приближается к Аллаху посредством своего самого отборного и ценного имущества. Он закалывает жертвенных животных и тем самым расходует свое состояние ради Аллаха вопреки тому, что человеческая душа любит богатство и не желает расставаться с ним. Кто питает ненависть к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и пытается опорочить его и умалить его достоинство, тот непременно окажется в убытке. Его деяния будут тщетны, а добрая память о нем навсегда покинет сердца людей. Что же касается пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то он сумел достичь подлинного совершенства, которого только может достичь Божье творение. И свидетельством этого являются добрая память о нем и многочисленность его сторонников и последователей. Сура Аль-Кафирун. Неверующие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Это повеление душой и телом отречься от поклонения кому-либо, помимо Аллаха. О неверующие! Вам чуждо искреннее поклонение одному Аллаху. Совершаемые вами обряды являются многобожием и не могут называться поклонением. Всевышний дважды повторил эту мысль в этой суре. В первый раз он велел своему пророку отвергнуть язычество,
а во второй раз подчеркнул, что истинное единобожие является неотъемлемым качеством и образом жизни посланника Аллаха и правоверных. Затем Аллах провел четкую грань между верующими и неверующими и сказал: «Лакум динукум валия дин». Всевышний также велел своему посланнику сказать: «Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы». Сура 10, аят 41. Сура Ан-Наср. Помощь. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. Ида джаа насруллахи валь фатх. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Всевышний обрадовал своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, благой вестью и научил его тому, что надо будет делать, когда сбудется обещание Господа. Наряду с этим Всевышний обратил внимание мусульман на то, что влечет за собой это обещание. Благой вестью, о которой упоминается в этой суре, является весть о помощи Аллаха своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и взятии Мекки. После этого события люди толпами стали принимать ислам. Обещание Аллаха сбылось, и многие из тех, кто были врагами пророка, мир ему и благословение Аллаха, стали его сторонниками и помощниками. Вот почему Аллах повелел своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, возблагодарить Господа, воздать ему хвалу и молить его о прощении. Эта сура содержала в себе два предзнаменования. Во-первых, Всевышний Аллах пообещал, что победа будет постоянно сопутствовать его религии, а восхваление Аллаха и мольбы о прощении будут облегчать ее достижение. Именно так верующие могут выразить благодарность Аллаху, который сказал: «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки». Сура 14, аят 17. Правоверные стали свидетелями истинности слова Господа как в эпоху правления праведных халифов, так и после нее. Ислам — лишь одна из многих религий, но помощь Аллаха этой единственной истинной религии никогда не запаздывала. По всему миру люди обращались и обращаются в ислам, и могущество мусульман было непоколебимо до тех пор, пока они не стали противиться повелениям Аллаха. Вот тогда между ними возникли разногласия и противоречия. Однако, несмотря на все, что произошло, мусульманская община и религия Аллаха находятся под его милостью, необъятность которой не в силах представить даже наше воображение. Во-вторых, Господь сообщил своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, что срок его земной жизни подошел к концу. Тем самым он подчеркнул, что пророкам была прожита славная жизнь. Ведь сам Всевышний Аллах поклялся ею. Господь заповедал всем правоверным завершать свою жизнь в этом мире мольбой о прощении во время намазов, большого паломничества и тому подобное. Вот почему повеление восславить Аллаха и молить Его о прощении указывало на Его скорую кончину. Пророк Мухаммад получил указание приготовиться ко встрече со своим Господом и увенчать свою жизнь самым лучшим образом. Он покорился ниспосланному откровению и до самой смерти повторял во время молитв следующие слова: «О Аллах, Господь наш, пречист Ты, и хвала Тебе! О Аллах, прости меня!» Особенно часто он повторял эти слова в поясном и земном поклонах. Сура Аль-Масад. Пальмовые волокна. Бисмиллахир рахманир рахим. Сура 111, аяты с 1 по 5. Таббат яда аби лахабин ва табба ма агна анху малуху ва ма касаб.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Абу-Ляхаб был дядей пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, по отцовской линии. Он питал к нему сильную ненависть и причинял ему много страданий. Абу-Ляхаб был безбожником и не стремился поддерживать узы родства. Аллах сурово осудил его за это и наложил на него ярмо бесчестия вплоть до судного дня. Пусть пропадут пропадом обе руки Абу-Ляхаба. Он несчастен, и ничто не принесет ему пользы. Богатство развратило его, но не спасло его от наказания. Ничто не спасет его от сурового возмездия, когда оно обрушится на него. Огонь гиены охватит его со всех сторон, а его жена будет носить дрова для адского пламени. Она также причиняла посланнику Аллаха горькие страдания и помогала своему мужу совершать грехи и враждовать с Аллахом и его религией. Она распространяла клевету в адрес пророка и изо всех сил старалась причинить ему вред. В аду она будет нести бремя своих грехов, подобно тому, как люди носят на спине связку дров, повесив для этого на шею веревку из пальмовых волокон. Согласно другому толкованию, она будет собирать дрова для своего мужа, привязав их к своей шее веревкой из пальмовых волокон. В этой суре содержится одно из величайших предзнаменований Аллаха. Он не спаслал эту суру до того, как Абу-Ляхаб и его жена погибли. Он сообщил, что они непременно будут брошены в гиену. Тем самым Аллах предсказал, что они никогда не примут ислам. И действительно, все произошло так, как об этом поведал Господь, ведающий сокровенное и явное. Сура Аль-Ихляс. Очищение веры. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль хуа Аллаху ахаду лиллаху ас-самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Всевышний повелел говорить эти слова с твердой уверенностью и абсолютной убежденностью в истинности этих слов. А для этого человек должен быть осведомлен об их подлинном смысле. Аллах является единственным Богом. Его прекрасные имена и качества совершенны, Его деяния святы и лишены изъянов, и нет никого похожего на Него или подобного Ему. Он самодостаточен, и все обитатели небес и земли в высшей степени нуждаются в Нем и молят Его о помощи, потому что все Его качества совершенны. Он всеведущ, и Его знание безгранично. Он терпелив, и Его терпение бесконечно. Он милосерден, и Его милость объемлет всякую вещь. То же самое относится ко всем божественным качествам. Совершенство Аллаха также проявляется в том, что Он не рождает и не был рожден, и поэтому ни в ком и ни в чем не нуждается. Его имена, качества и деяния превосходят имена, качества и деяния творений. Он великий и всеблагой. Из всего сказанного следует, что эта сура целиком проповедует доктрину о том, что только Аллах обладает божественными именами и качествами. Сура Аль-Фаляк. Рассвет. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль а'уду би-раббил фалак. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Арабский глагол «фаляка» — «раскалывать» подчеркивает то, что именно Всевышний Господь рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, а также рассекает семена, когда они прорастают. Только Он может защитить своих рабов от зла людей, бесов, животных и всех остальных творений. Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят много зла. Ночью людей обуревает дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари.
Колдуньи дуют на узлы для того, чтобы нанести на людей порчу. А завистники желают того, чтобы люди лишились благ, и даже расходуют ради этого свои силы. Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни может только Аллах, и поэтому каждый человек обязан прибегать к его защите. К завистникам также относятся люди с дурным глазом, потому что сглазить может только завистливый человек со скверной натурой и порочной душой. Эта сура учит мусульман искать у Аллаха убежище и спасение от зла в целом и некоторых его проявлений в частности. Она также служит доказательством того, что колдовство действительно имеет место и что его вреда следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней колдуний и колдунов. Сура Ан-Нас. Люди. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. В этой суре мусульманам повелевается прибегать к защите Господа, царя и Бога всех людей от сатаны, который является прародителем всего зла. Он искушает людей, приукрашивает в их глазах зло и порок и возбуждает в них желание совершить грех. Наряду с этим он мешает людям творить добро и представляет его в дурном свете. Сатана непрестанно искушает людей, но отступает и исчезает, когда раб Божий вспоминает своего Господа и молит его о помощи в борьбе с этим врагом. Вот почему правоверные должны прибегать за помощью к тому, кто властен над людьми и всеми другими творениями, и ради поклонения кому они были сотворены. Люди не обретут счастья, пока не избавятся от своего врага, который жаждет отрезать их от всех благ и встать между ними, который стремится обратить их в своих клевретов и превратить в обитателей ада. Но следует помнить, что искушению можно поддаться не только под влиянием сатаны, но и под воздействием людей. Хвала Аллаху, Господу миров, обращенная к Нему одному, прежде всякой вещи и в завершении всего.